Не забуду николи я терпения Христа, что меж небом и землею канал. Человека с Творцом назавжди примирил, как кто приме Христа вечно жил. Поможи, Боже мой, зразуметь ту любовь, что для нас показал на крижи, только тады я змогу за тобою идти, сярод буров и терпения в земли. Только тады я змогу за тобою идти, сярод буров и терпения в земли. Благословенное молодавство Отца и Сына и Святого Духа, теперь завсюду и на веки веков. Аминь. Усупокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой возвышение избавления душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За супокой на всем свете, добрый сан святых церковь и сознание всей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За эту святую церкву, и ты, что с верой пошану и страхом Божьим во ходе сие, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святого отца нашего сусветного епископа Франтишка, Папы Римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергия, подшествных святородных диаконов, Христе, все духовенство людей, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом стираженную краину нашу Беларусь, за уратное жнолады и войско, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Закрытый город, за всех городей и краины, за верных людей, что живут их, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За добрый надворье богат урожай плодов земных, и за часы спокойные, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы земли по ветры, за недужих ты, что терпят, за сневоленных, избавление, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гневу, суммы недостатку, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, ржальство, и стиражи нас Божия ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую всечистую, благословенную, славную владарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и всю житию нашу Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бо Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа,
щедрый Бог и милосердный, долготерпливый, богатый на ласку, благослови, душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит Тебя, святое Его, благословенный Ты, Господи. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, Бог, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, чистую, неблагословенную, славную владарку нашу Богородицу, и завсёды Деву Марию и всех святых сами себе един одного, и все життю наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот Твоя есть держава, и Твое владарство, силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веку. Аминь. Хвали, душа моя Господа, разу все життя мое буду хвалить Господа. Буду песня славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяродный, деля нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсёды Девы Марии, и не зазнавши измены стался человеком. Ты был крыжован и Христе Божия смертью снишивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу збав нас, збав нас. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, Бог, стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, чистую, неблагословенную, славную владарку нашу Богородицу, и завсёды Деву Марию и всех святых сами себе один одного, и все життю наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Вот и добрый человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веку. Аминь. Благодарстве Твоим, вспомни нас, Господи, счастливые боги я духом, Бо их есть владарство
чистия серця, бо я не бачать Бога. Щасливий я, миротворцы, бо я не буду зваться сынами Божьими. Счастливый я, ты, кого проследуют за правду, бо их есть владарство небесное. Счастливый я, вы, коли вас крыльдят и проследуют, и кажут всякую неправду на возделяне. Радуйтесь и тешьтеся, бо народа ваша в небе великая. Мудрость, устайте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес мертвых, звал наш всякие, пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ось іудеї запечатали могильний камінь, і жовніри стирали все чисте тіло Твое. Ти воскрес на третій день, Христе спасе, даруючи світу життя. Для этого силы небесные вскликнули Тебе, життя давча. Слава воскресению Твоему, Христе! Слава владарству Твоему! Слава провиду Твоему, один человека любча! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Грехами всякими ранее переполненная, Ты покаявшийся, сталася невестою Христовою, и перемаюча ангельское життя, демонов перемагаєш зброєю крижовою. Для этого ты теперь невеста владарства, Мария славная. Теперь и завсюди на веки веков. Аминь. Могутная владарка Богородица, мы верные слуги Твои, выбавленные Тобою от бедов, песни вдячности и перемоги Тебе приносим. Ты ж маючи силу непереможную, от усяких напастей, вырятуй нас, как нам ускликнуть Тебе, радуйся, Дева Матерь. Вот и святый Боже наш, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь.
виконуйте обетований, даденные Господу Богу нашему. Бог ведому юдеи, у Израиля великое имя Его. Виконуйте обетований, даденные Господу Богу нашему. Виконуйте обетований. Даденные Господу Богу нашему. Мудрость. Читание послания апостола Павла до Габрея. Слухаємо уважливо. Брати, Христос, прийшовши, як перший святар будучих доброта, раз большую і досконалейшую нерукотворную скинию, гэта значить, не з гэтага свету і не праз кров козлов быков, а праз свою кров раз і назавсёды войшоў у святое святых, здобывший вечное откупление, бо коли кров козлов и быков и попел яловки, праз посыпание освящая поканенных, как чистым стало тело, то накольки ж больш кров Христа, який праз вечного Духа себе самого охверовал, як беззаганного Богу, очистить наше сумление от мертвых учинков, деля служения живому Богу. Духовне читання. Духу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Придите, будем радостно петь Господу, будем славить Бога Избавителя нашего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Станем с удячностью перед обличием Ягоным, у песнях уславим Яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость устаньте, будем слухать Святое Евангелие. Мир усім. И твоему духу. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. У той час Ісус, узяўшы 12, пачаў ім гаварыць, што з ім мае адбыцца. Вось мы зыходзім у Иерусалим, і Сын чалавечы будзе выдадзены першасвятарам і кніжнікам, і асудзяць яго на смерць, і выдадуць яго язычнікам, і наглумяцца над ім, і будуць бичаваць яго і пляваць на яго, і заб'юць яго, і на трэці дзень уваскрэсне. І падышлі да яго Якуб і Ян, сыны Зеведзеевы, кажучы: «Настаўнік, хочам, каб ты зрабіў нам тое, што папросім». А ён сказаў ім: «Што хочаце, каб я зрабіў вам?» Яны ж сказалі яму: «Дай нам сесці, аднаму справа ад цябе, а другому слева ад цябе ў славе тваёй». Ісус жа сказаў ім: «Не ведаеце, чаго просіце? Ці можа піць чашу, якую я п'ю, хрышчэннем, якім я хрышчуся, хрысціцца?» Яны ж сказалі яму: «Можам». А Ісус сказаў ім: «Чашу, якую я п'ю, будзеце піць, і хрышчэннем, якім я хрышчуся, будзеце хрысціцца. Але сесці справа ад мяне ці злева не я даю, а гэта для тых, каму гатавана».
І пачуўшы, 10 пачалі гневацца на Якуба і Яна. А Ісус, паклікаўшы іх, кажа ім: вы ведаеце, што тыя, хто лічыцца на чале народаў, пануюць над імі, і вяльможы іх уладараць імі. Але не так няхай будзе сярод вас, а хто хоча сярод вас большым быць, няхай будзе вам слугою. І хто хоча сярод вас быць першым, няхай будзе ўсім рабом. Бо і сын чалавечы не дзеля таго прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю, як выкуп за многіх. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, давайте спачатку зразумеем, дзе мы знаходзімся, у які момант нашага літургічнага царкоўнага жыцця. Сёння 5-я нядзеля Великага посту, і гэта значыць, што гэта апошняя нядзеля Великага посту. Далей будзе тыдзень яшчэ великапостны, потым нядзеля ўваходу Господа нашага Ісуса Христа ў Иерусалим, і ўжо далей Вялікі тыдзень і Вялікдзень. І сённяшняя нядзеля мае ў нашай літургічнай традыцыі сваю назву. Яна называецца Вялебнай Марыі Егіпецкай. Чаму яна так называецца, чаму літургія звяртае на гэта нашу увагу? Вось жа Марыя Егіпецкая, яна жыла на мяжы 5 і 6 стагоддзяў, і яна была прастытуткай. І стала яна прастытуткай у маладыя гады, 17 год яна была ёй, але навярнулася. І гэтаму навяртанню спрычыніўся такі цуд, такі выпадак, калі яна разам з паломнікамі прыйшла ў Иерусалим да храму гроба нашага Господа Ісуса Христа, да храма Воскресення, то яна не змагла ўвайсці у гэты храм. Такі вось цуд, нейкая сіла паўстрымала яе, і гэта яе моцна ўзрушыла і спрычынілася да яе навяртанню. І пасля гэтага яна пачала жыць, здаецца, там у гэтай пустыні за Ярданам, як монахіня шмат год, і такім чынам яна прысвяціла сваё жыццё Господу. І яна стаецца для нас такім прыкладам навяртання да Бога, радыкальнага навяртання, ад радыкальнага граха да радыкальнай святасці. Аднак давайте яшчэ нашу увагу звернем на тэкст Евангелія, які мы сёння пачулі. Тэкст Евангелія распавядае нам пра тое, як Господ крочыць у Иерусалим. І трэба зазначыць, што вось гэты ўрывак Евангелія, ён распавядае нам ужо трэці выпадак, калі наш Господ Ісус Христос спрабуе данесці сваім вучням, што ён ідзе ў Иерусалим на смерць. Гэта трэці выпадак, калі ён прадвяшчае тое, што з ім здарыцца ў Иерусалиме. Вось мы узыходзім у Иерусалим, і сын чалавечы будзе выдадзены першасвятарам і кніжнікам, і асудзяць яго на смерць і выдадуць яго язычнікам. Але ці чуюць яго вучні? Хоць гэтыя словы ён ім укладае ў вушы ўжо трэці раз, вучні яго не чуюць. Яны ахвотна хацелі б пачуць пра тое, як ён будзе валадарыць, а яны будуць валадарыць разам з ім. Вось. І Ісус
ну, цяжка сказаць, што ён расчараваны. Ён разумее, што вушні яго яшчэ не гатовыя пачуць і зразумець тое, што павінна з ім здарыцца. Але мы, хрысціяне 21 стагоддзя, якія ўжо глядзім на тыя падзеі з пэўнай перспектывы, разумеем, што мы, як вушні Ісуса Хрыста, пакліканы ісці яго дарогай. І гэтая дарога, яна ідзе праз пакуты. Цяжка мне ацэньваць, наколькі хтосьці пакутуе ў сваім жыцці. Вось. І сэнс не ў гэтым. Насамрэч, кожны чалавек пакутуе. Але ці гэта мы робім разам з Ісусам Хрыстом? Вось гэтае важнае пытанне. Ці мы праходзім нашы выпрабаванні разам з нашым Господам? Ці мы не хаваем голову у пясок, як страусы, або як гэтыя вушні Ісуса, якія не бачаць праблемы, якія не хочуць прымярыцца з рэчаіснасцю, якая чакае Ісуса і якая чакае іх. І вось сёння гэты тэкст мы з вами прачыталі, гэты тэкст мы з вами пачулі дзеля таго, каб яшчэ раз прыгадаць сабе, усведаміць сабе, што нашае жыццё гэта такая пілігрымка. Пілігрымка за нашым Господам Ісусам Христом. І што тое, што мы перажываем у нашым жыцці, мы паўтараем пэўным сэнсе шлях нашага Господа. Напэўна, што мала каго з нас укрыжуюць. Ось, я асабіста не хацеў бы, каб гэта здарылася са мною. Але кожны з нас перажывае па-свойму свой крыж разам з Ісусам Христом у сваім жыцці. Дык давайце яшчэ раз скажам сабе, што мы будзем верныя нашаму Господу у нашым жыцці і будзем навяртацца. Можа, мы не можам параўноўваць сябе з Марыяй егіпецкай, бо гэта яе жыццё было вельмі спецыфічным. Але тым не менш кожнаму з нас ёсць у чым пакаяцца перад нашым Господам Ісусам Христом. І такім чынам падрыхтаваць сябе да сустрэчы Вялікдня, калі мы будзем святкаваць яго светлае воскрасенне. Амінь. Скажем все разом от всей души, от всей думки нашей, скажем: Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, почуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за святого отца нашего, светлого епископа Франтишка, папу римского, достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за Богом спираженную краину нашу Беларусь, за врат належную лады и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за братов наших святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестр наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся
вечных памяти засновальников этой святой церкви, за всех ранее дышавших отцов и братов наших, якие тут и на кожном меньшем месте спочивают. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Еще молимся за доброшинцев этой святой церкви, за тех, что приносят дары, працуют и спевают ее, и за всех тут присутных людей, які чекають от Тебе багаті Твоего змилования. Господи, змилуйся, Господи, змилуйся, Господи, змилуйся. Бог Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Всевернейший еще в покое Господу помолимся. Господи, смилуйся. Ты, Господи, показал нам эту великую тайницу избавления и изобил нас, Твоих неугодных и покорных слугов, достойными быть служками Твоего святого Хлярика. Силой святого Твоего Духа настал нас на эту службу, как нам стать без осуджения перед святой славой Твоей принести Тебе ахвяру хвали. Вот Ты то, який дійніший во всіх. Прими ласкавых эту ахвяру за наши грехи людские провины, нехай она будет приемная Тебе. Ты, Боже, у своей справедливости и милосердности наведал нашу покорливость и поставил нас, Твоих покорных, грешных и неугодных слугов, перед святой славой Твоей, как нам служить Твоему святому ахвярнику, силой святого Твоего Духа. Умацуй нас на эту службу и дай нам, коли мы отшимем устны наши, знести отповедные слова, как кликать ласку Духа Твоего Святого на эти дары, якие мають неузабавить быть принесенные Тебе. Мудрость, как мы, будучи завсёды под охлою Твоей могутной лады, Тебе слава давали Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Ты, что тайный способ, мы, что тайный способ прославляем, херувимов и животворчей Троицы, и животворчей Троицы, Тройчи святую, Тройчи святую, песню пою. Одолжим, одолжим теперь, одолжим, одолжим, пусть житёвые, пусть житёвые плоды. Святого Отца нашего, сусветного епископа Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, подшественных святороды, диаконов Христе, все духовенство Богом, стираженную краину нашу Беларусь, урад належную лады засновальников и доброшинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, кого вспомнит Господь Бог у своего владарства, на все часы теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Как нам принять благодаров всех, якого небашна, небашна, сопровождают.
молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные божественные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи Боже наш, який створив нас і ввел у это життя, показав нам шляхи збавлення і дав нам об'явлення небесних тайнов. І то, які силою Святого Твоего Духа покликав нас на эту службу, для этого, Господи, у добрині Твоей дай нам быть достойными слугами Твоего нового заповету и виконавцами Твоих тайнов. Для великой Твоей милосердности прими нас, які наближаемся до Твоего святого охвярника, и зови нас годными приносить Тебе эту духовную охвяру за наши грехи и людские провины. И принявшие на Твой небесный духовный охвярник, как однословую духмяность, духовную пошли нам узамен ласку Твоего Святого Духа. Глянь на нас, Господи, на эту службу и прими ее так, как Ты принял дары Авеля, охвяры Ноя, целопаление Авраама, святарские службы Моисея и Аарона, охвяры за супокой Самуила. Як Ты ласкаво принял от святых Твоих апостолов эту соправдную службу, так удобрени Твою прими эти дары с наших грешных рук, как мы, оказавшись достойными служить беззаганно Твоему святому охвярнику, могли отримать узнагороду верных и разважных распорадчиков у страшный день Твоей справедливой расплаты. Милосердностью одинородного Сына Твоего, за яким благословен Ты и Твой все святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Тройцу одиносотную и нераздельную. Зверь, по мудрости будьмо уважливые. Верую в единого Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всего и небашного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного прежде всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одиносутного Зайцом, ради якого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы, и ставший человеком, был крыжован за нас при Понском Пилате, терпел и был похован, и на третий день воскрес сходно с Писаниями, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и снова придет славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, в единую святую повсюдную апостольскую церковь, вызнаю один их рост для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страха, уважливо святое храброванию мира приносит. Дай миру, охряру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Узнимем у гору сердце наше. Мы узняли их до Господа. Подякуем Господу. Годно и справедливо
единосудной и нераздельной. Благодарю, Господи, Боже, Отче всемогутный, Ты годный всякой хвалы. Соправды достойно, справедливо и отповедно видишь и святости Твоей, Тебе хвалить, Тебе петь, Тебе благословлять, Тебе поклоняться, Тебе дяковать, Тебе славить, как одиного правдивого Бога, и Тебе приносить с сердцем скрушливым и душою покорной эту нашу духовную ахвяру. Бо Ты той, який даровал нам познание Твоей правды. То соправды здольный належно описать могутность Твою, зробить чутной хвалу Твою, рассказать об усіх судах, які Ти чиниш у кожний час. Благодарю всіх, Господи, небо и земли, всіх створений важных и небажных. Ты сидишь на посаде славы и узираешься у безмежной дали, отвечный, небашный, недоступный, необдымный, неизменный. Ты Отец Господа нашего Иисуса Христа, великого Бога, Избавителя надеи нашей, який з'является в образом Твою добрыни, верной печаткою Твоего подобенства, показывающую себе Тебе, Отче, словом живым, правдивым Богом, с предвечной мудростью, життем, освящением, соправдным светлом. Праз Его Дух Святый объявился, Дух правды, дар усыновления порука будущей спадщины, початок вечных добротов, животворчая сила, крыницы святости, силу Его всякое разумное и духовленное створение служит Тебе и безупречно Тебе хвалить. Бо Тебе служит увесь сусвет, Тебе хвалить анёлы, арханёлы, посады, господарства, початки, улады, силы и шматвоки херувимы, навокол Тебе стоят серафимы. 6 крылов у кожного, 2 заслоняют твари свои, 2 ноги и 2 летают, безупинно перекликающиеся между собой и стиханными голосами. Переможную песню пьют, ускликаючи, припеваючи и кажучи. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышиях, благословенный Той, кто приходит у имя Господняє, Осанна на вышиях. С гэтыми благословенными силами человеколюбным владару мы грешным спекаем кажучи, соправды Ты святый, и все святы, и праведны во всех ушинках Твоих, и нема меры величи славы Твоей, и Бог правдивым судом Ты справедливо навел на нас все, что здарилось с нами. Ты, Боже, створил человека, запылуся много, и ушиновавши его образом Твоего подобенства, поселил его в рае солоды, обяцающий несмиротное житие и крестание вечными добротами взамен за послушенство Твоим приказаниям, колишь он, поддавшийся змеиной спокусе, не послухался Тебе, правдивого Бога, який Его створил, своим проступком отдал себе под уладу смерти. Ты, Боже, справедливым Твоим судом выгнал его из раю, на этот свет и вернул в землю, с якой он был взятый, устанавливающий ему избавление по отражению самим Христе Твоим. Вот Ты добрый не отвернулся с усима створению Твоих и не забыл творов рук Твоих, але наведал их шматликими способами. Теле ласкавой милосердности Твоей пророков посылал, судочинил про святых Твоих, якие в кожном поколении робили приемное Тебе. Говорю до нас устными слух Твоих пророков, предвещающих будущее избавление, дал закон на подмогу и установил анёлов опекунов. Коли исполнился час, Ты промовил до нас про самого Сына Твоего, яким Ты веки створил. И Он, будучи сподвижным Богом, с зянием славы Твоей и образом Твоего подобенства, утримливающий все в основании словом силы Своей, не полечил, за здобыток быть ровным Тебе, Богу и Отцу, але з'явился на земле и пожился род людей.
Узявши тело от Святой Девы, он спустошил себе, принявший выгляд слуги и ставшийся подобным до тела нашей покорливости, как учинить нас подобными до образу своей славы. Покольки праз человека грех пришел на землю, а с грехом смерть, одинородный Сын Твой, який, пребывая во улоне Твоим Божа и Ойче, захотел народиться от женщины Святой Богородицы и завсёды Девы Марии, подпорядковавший себе закону и осудить грех телом своим, как ты, что померли в Адаме, а жили у самим Христе Твоим. Поживший на этом свете, давший избавленные приказания и отвернувший нас от идольской маны, и Он привел нас до познания Тебе, правдивого Бога и Отца, набывший нас себе и зробивший нас людьми выбранными, уладарным святарством, народом святым, и очистивший нас водою и освятивший Духом Святым, дал себе взамен за смерть, под уладу якой мы, изневоленные грехом, пробывали. Зашовший кружом в пекло, как наполнить собою все, он сунял боль смерти. И воскресший на третий день, бо немагчыма было утрымать у тленности уладара життя, установил шлях до воскресения кожному человеку. Сам ставшийся першинцем за тых, что заснули, першородным с мертвых, как медь першинства во всем. И, сошедший на небо, он сел на вышине, по правой руце Твоей могутности, откуль прийдя, дать кожному поводле ягоных заслугов. Для нас же он покинул вось гэты успомин своих споведных муков, які мы виконуємо згодно з ягоними заповедами. Перед тим, як істи на свою добровольную, вечнопамятную, животворчую смерть, у нож, коли он отдал себе за життя свету, он взял хлеб у свои святые и безвинные руки, и охверовавши его Тебе, Богу и Отцу, отдавши подяку, поблагословивши, освятивши и разновавши его, дал святым своим учням и апостолам, кажучи: берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов. Аминь. Подобный способ, взявши чашу плоду виноградного, смешавши, отдавши подяку, поблагословивши, освятивши яе, да святым своим учням и апостолам, кажучи: пейте, з'єся, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Аминь. Робите гэта на мой успомин каждый раз, когда вы есте гэты хлеб и пьете с этой чаши, вы пригадываете мою смерть и вызнаете мое воскресение. Тому владару вспоминающий ягоны избавленной муки, животворший крыш, трутенное похование, воскресение с мертвых, узоход на небо, сетение по правой руце Тебе, Бога и Отца, славное и страшное, ягоное другое пристя. Приносим Тебе тайны Твоих, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, и молимся, и молимся, и молимся, Тебе, Боже наш, Боже наш. Аминь, аминь, аминь.
Наша всіх, які споживаємо одного хліба і чаші, з'єднає одного з одним супольності одного Святого Духа, і хай не водому з нас прийняття святого тіла і крові Христа Твоего, не буде на суді осуждення, але як могли ми знайти ласку і спогаду разом з усіми святими, що в кожному віку чинили приємне Тобі. За праотцами, отцами, патріархами, пророками, добровесниками, мучениками, визнавцами, наставниками з усякой душою праведной, что в веры померла, особливо с наисвятою всячистую, наиблагословенную, славную владаркою нашою Богородицею и завсёды Девою Марией. Радуется полная ласки, у всякое створение собора головы род людский, освященный хорами раю духовных, похвала Дева, о Тебе Бог принял тело и стался дитятком, Бог наш праведный, улоне Твоем здравил посадом Своим, и нутро Твое учинил больше просторным за небо. У Тебе радуется полная ласки, у всякое створение слава Тебе. Вспомни, Господи, всякое начальство, брату и сестрам наших, надержал на службе и войску, заховай добрых у Твоей добрыни, благих учини добрыми ласкою Твоею. Вспомни, Господи, присутных тут людей и тых, кто отсутничает деля важких причин, извидуйся над ими и всеми нами поводле великой Твоей милосердности, наполни склады их всяким добром, суженствуй их умасую спокое и злоте, будь опекуном деток, наставником молоди, подтримкой старых, дай с утешением малодушным, растерушенных с веры их, чтоб поддались спокусе, наверни и изъеднай с Твоей святой повсюдной апостольской церквой. Выбал ты, что терпят от духов нечистых, будь с теми, что подорожничают по морю земли и по ветры. Борони удовол, за сирот заступайся, вызвали полонных, оздоровей хворых, будь с памятью Божия тых, что под судом у вязницах, на каторжных работах и на выгнании, и во всякой потребе бяде и тяжких обставинах, и всех тых, які мають потребу Твоей великой милосердности, Ты, что любишь нас и ненавидишь нас, и Ты, что просили нас, недостойных, молиться за их. И всех людей Твоих вспомни, Господи Боже наши, пошли им богатство Твоего замилования, даруешь им исполнение просьбам, теля ихнего избавления, и коли мы, как упомянули теля неведания, об образца бытё, або теля множество именов, Ты, Боже, які ведаешь кожного века имя, а долоня мати, сам их успомни. Вот Ты, Господи, поможи крестопоможным, надеясь неверных, збавитель Ты, что гинуть у бурах, пристанище подорожников, лекар неодужих. Дик будь усім для всіх, ведаючи кожного просьбу, дом і потребу. Вибав, Господи, гэты город, і всякий город і країну, от голоду, пошесті, землятрусу, поводки, огню, мяча нападу ворогов і братобойчої войны. Насампершу вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусветного епископа Франтишка, Папу Римского и достойного архипастора Леонарда, боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея, заховайте святых Твоих церквах, успокой целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как вины могли верно научать нас словом Твоей правды. И учи, Вспомни, Господи, Твоей великой милосердности мою недостойность, отпусти мне всякую правоневольную, межвольную, не устремаю теле моих рабов, ласки Духа Твоего Святого, принесенных тут даров. Вспомни, Господи, святород, диакона у Христе и все духовенство, и не посором неводного с нас, якие стоим во пол Твоего святого охвярника. Наведай нас, Господи, Твоей добрыни, и объявися нам у богате щедростью Твоих. Даруй нам померковное и приемное надворье, пошли даже мирные на землю, как она могла принести богатый урожай.
Благослови круг голду ласки Твоей, спыни разлады церковные, сутиши хвалевания народные, всякие проявы и лживых внушений худко потуши силой Святого Твоего Духа. Прими нас у Твоего владарства, зробивши нас детьми светла, детьми дня. И дай нам любовь Твою, Господи, Боже наш, який все дал нам. И дай нам одними устными, единым сердцем, славить и хвалять Твое божественное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. И хай будут с милости великого Бога, Исполнца нашего Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых, пришедших с упокоем Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Сильные, священные, божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Человеколюбный Бог наш, принявший на свой святый небесный духовных верник, как отмысловый духовность духовный послал на замену свою Божскую ласку, и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Нам выводится десятого гнева, суму недостатку Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступи, сержайся, избавь, стережи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Как весь этот день был досконалый, святый и безгрешный у Господа, просим. Дай нам, Господи. Спокой, верного наставника, опеку на душу тела наших, у Господа, просим. Дай нам, Господи. Пробачение, отпущение грехов и провин наших, у Господа, просим. Дай нам, Господи. Всякого, что доброе и корыстно для душ наших, и супокой до святого Господа, просим. Дай нам, Господи. Дальнейший тех жития нашего, супокой и покаяние провести, Господа, просим. Дай нам, Господи. Христианского до конца жития нашего, Господнего, беззаконного, спокойного и доброго отказа, на страшном суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Просившие единство веры и супольности Духа Святого, сами себе единого и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Боже наш, Боже, избавление, научи нас достойно дяковать Тебе за все добродействия, якие Ты нам учинил, учинишь, принявших эту охвяру, Ты, Боже наш, очисти нас от всякой нечистоты телесной и духовной, научи, як осягнуть освящению страху Твоим, как нам с чистым свечением нашего сумления, принять час святости Твоих, изъединаться за телом и кровью Христа Твоего, и принявшие их достойно есть Христа в сердцах наших, и быть живем Святого Твоего Духа. Так, Боже наш, не дай никодному из нас нести отказность за гэты Твои страшные небесные тайны, або за недуже телом и душой, за то, что мы их недостойно приняли. Але дай нам да самого скону достойно примать частку святости Твоих на дорогу до життя вічного и для доброго отказу на страшном суде Христа Твоего. Хай и мы разом с усіми святыми, які от веку Тебе догодили, будем удельниками вечных Твоих добротов, які Ты приготовал тем, что любит Тебе. И зроби нас достойными владару, с полным доверием и без осуждения, смей звертаться до Тебе, Бога Небесного, и рождается, и казать. Отче наш, который есть в небе, святись имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вот Твоего владарства и силы, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Головы ваших Господу схилите. Тебе,
Господи, Отче, доброту и Божию всяких нас утешения, благослови Ты, что схилили головы свои перед Тобою, освети, заховай умацу и подтримай их, отведи от всякого благого на миру и до души, до всякой доброй справы, и дай им без осуждения принять святые все чистые и животворшие тайны для отпущения грехов и супольности Духа Святого. Лаской, милосердностью человеколюбства, одинородного Сына Твоего, за яким благословен Ты, Твой все святый, добрый, животворший Дух, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Боже, будь спогадлив мені грішному, змилуйся надо мною. Боже, будь спогадлив мені грішному, змилуйся надо мною. Боже, будь спогадлив мені грішному, змилуйся надо мною. Будьмо уважними, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, вызнаю, что Ты соправдый Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников, сирот, яких я самый первый. Веру так само, что это соправды Твое святое тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, сжалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, якие за слово и дождённо, святого и несвятого. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня в Сыне Божьем, удельником Твоей тайны вечеры. Я не сдражу ворогам Твоим тайным и не дам поцелуйку, як Иуда. А я, как разбойник, вызнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, в Твоим благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будем мне не на суд и осуждение, а лет для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходьте. Благословенный Той, кто приходит в имя Господня. Господь Бог явился нам. Тело Христово примите, покажите, кляните несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите, покажите, кляните несмяротности. Аллилуйя, аллилуйя.
Збав Боже людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое свято, приняли Духа Небесного, знаешь ли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, боя на нас барила. Благословен Бог наш. На все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как напеть славу Твою. Вот израбил нас достойными быть удельниками святых Твоих, боских, несмиротных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отрымавши боски, святые все чистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, сбавись, скорожи нас Божию ласку Твою. Господи, смилуйся. Просившие, как и Ты весь день был доскональный, святый, мирный и безгрешный, сами себе един одного, и все житию нашу Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Дякуем Тебе, Господи Боже наш, за отрыманные святые Твои чистые, несмиротные, небесные тайны, які Ти нам дарував для нашого добра і для освящения и освящения души тела наших. Дай уладар усіх, как принятие святого тела и крови Христа Твоего было нам, дай веры беззаганной, дай любови широй, для помножения мудрости и оздоровления души и тела, для отпору всякому супротивнику, для захования Твоих заповедов, для доброго отказу на страшном суде Христа Твоего. Вот и освящение наше Тебе слава, даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Пойдем с миром. О, имя Господня. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, Ты благословляешь Ты, что благословляет Тебе, скажешь Ты, что скудает на себе надею, избавь людей Твоих и благослови набыток Твой. Заховай царности церкву Твою, свети Ты, что видеть красу дому Твоего. Ты их услал Твою Божку силу, не покинь нас, и Господи, на Тебе дорожка по всему свету церквам Твоим. Нашему белорусскому народу, належам владам нашим и всем людям Твоим, всякое доброе дарение. И дар досконало заходит, загорает Тебя и Царь Святая, ему Тебе славу, подяку и поклонение, даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Хай будет имя Господне, благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне, благословенное теперь и до веку. Хай будет имя Господне, благословенное теперь и до веку. Благословение Господне, хай будет на вас ласка Его человеколюбство, на все часы, теперь и завсюду, и на веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся.
змилуйся, Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес з мертвых, молитвами всечистой своей Матери, силы святых, славных и годных похвалы апостолов, между святыми Отца нашего, Базилия Великого, арцепископа Кесарей Каппадокийской, молитвами святого Иозафата, арцепископа Полоцкого, молитвами Святой Марии Египетской, святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, между святыми Отца нашего, Кирилла епископа Турского, Святой Матери нашей Ефросинии Полоцкой, светницы Беларуси и всех святых заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных, Бога Отцов, Якима и Ганны и всех святых, а смилуйся над нами, спавить нас, будем добрый и человеколюбец. Аминь. Христос посеред нас. Если будет. Короткие объявы. У четверг ближайший будет литургия. Это великое свято нашей Богородицы, Добровещения. Это четверг, мы молимся до Господа так само за нашу Украину в этот день. И розпочинаються так само віртуальні реколекції. Це реколекції для парафії Матері Божої Нестовної Допомоги, але ми так само можемо їх поудельничати. І эта реколекція розпочинається якраз в цей день, в четверг. Приїде сюди архімандрит, глава нашей церкви. И будет трансляция с нашей каплицы на YouTube. И отец Сергей скажет до нас Слово Божие в этот день. Так само у пятницу и субботу о 18 године отбудутся так само трансляция. Але как удельничать в этих трансляциях, коли ласка, звернитесь у директ, скажем так, до отца Євгена Усошина, напишите ему на Facebook, как отримать от его посыл, потому что к этой реколекции отец Євген вирішив зробити такими, скажем так, не то что колуарными, але такими больше семейными, что те, кто запишется, те смогут удельничать в этой реколекции. Коли ласка, дошлите ему просто свої дані, як отримати спасилку на уділ в цих реколекціях. Зараз заспіваємо так, як звичайно, «Могутній Божа» і молитви подяки. Могутній Боже, владарству света, ярких сонця і серць малих, над Білорусяй, тихо і ветхой, раси
святостью. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, а я человеколюбный благодатью, что для нас помер и воскрес, и даровал нам это страшное животворчее тайны, для добра и освящения души и тела. Дай, как я грибы мне для оздоровления души и тела, для оправдания всякого супротивника, для просветления в очей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей Божеской ласки и для осягнения володарства Твоего. Как я захованы имя Твоей святости, вынужды памяти Твоей ласки, и жил же не для себе, а не для Тебе, нашего владара и доброчинца, и закончивши в это життя в надеї життя вічного, досягнув непроминального супокою, где безупинно чутный голос святых, и подвоє вечную радость Ты, что оглядает невыказанную красу твару Твоего. Бо Ты соправдное ожидание, и невыказанная радость Ты, что любит Тебе, Христе Боже, и Тебе все створение перед славу, возвеси веки. Аминь. Самогутный кровечный Боже, Ты не хочешь смерти грешника, але жадаешь, как бы вернулся и был живым. И яки послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, и яки нам наказал. Просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, а ощенить вам. Для Тебе припадаем с пушливым сердцем, и слезни молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и сутишь смертоносную Божию, что в этот час розыски от часа разликнувшихся все. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами. Избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воле Твоих приказаниям, и прославляй имя Святое Твое. Заступись и заховай от этой злобной пошлости нашу властвующую и наш народ. Ура, Ты всишь страху целости и спокой нашей краины. Выбавали этот город и все города и вёски. Смилуйся и наведай Ты, что терпится от этой хворобы. Подними их с ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Душишь Ты, что от этой хворобы правой верой и надею воскресения уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни боли, ни суму, ни плачу, а лежит все бесконце. Молитвами Наисвятейшей Богородицы и за всюду Девы Марии, заступницам святых бестелесных силов и ангелов-охотников, лаской и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом и с святым добрым и животворчим Твоим Духом, теперь и за все до веков. Аминь. Можно